Я продолжаю писать карту дня на 15 ноября. Смотрим мы следующие 6 знаков зодиака. Это у меня будут весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки. Смотрю я на колоде пасьянс. Мы смотрим с вами будние дни. Если вы зашли на видео, а вашего знака здесь нет, да, то есть вы не услышали, у вас, допустим, знаки Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, тогда вам нужна первая часть. Найти очень легко. Под видео я оставила уже для вас ссылочку. Нажимайте, переходите, и там в первой части будут ваши знаки. А мы смотрим дальше. 15 ноября, следующие знаки. Разбираемся с вами. Весы. Среда. События дня. Успех. Лавровый венок. Венок победителя. Любовь. Неприятность, расческа. Минус. Первый. Друзья, нельзя. Корона. Злые языки. По горизонтали мешок с деньгами есть еще. И кораблик нельзя. Значит, смотрите, что у вас выпало. Из хорошего, да, то есть успех в работе, в делах, любовь, общение с представителем закона власти, какие-то финансовые операции. Из минуса может быть неприятность, общение с каким-то человеком, у которого длинный злой язык. Да, то есть может вас как-то задеть, обидеть, сказать что-то неприятное, ужалить. Поэтому вот для вас, да, то есть один такой негатив есть. Ну, есть и много хороших событий. Так что вот так. С маленьким нюансом. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Смотрим скорпионы. «15 ноября. События дня для скорпионов». Корабль выпадает. Ожидание. Чего-то ждете или кого-то. Решение вопроса, ножницы. Змея. Гости. В гости змея приползет. Подсвечник, надежда. Есть у вас какие-то надежды на этот день, на среду? Ну, судя по тому, что выпало, да, вот ножницы, еще и солнце, то надежды, да, ваши будут, видимо, оправданы. Видите, хорошее настроение. Якорь нельзя. Угу, смотрите, цепь, да, то есть цепь — это какой-то вопрос, который долгое-долгое время не решался, да, то есть по кругу ходили и не получалось ничего сделать. И ножницы, да, то есть если выпадают вместе с цепью, обозначает, что решится, да, то есть разрежется эта цепь, да, то есть и все вот эти вопросы, которые долгое время не решались, решатся именно в этот день. Так что очень-очень хорошо.
Замочек нельзя. Значит, смотрите, день шикарный, да, то есть показывает, что вы с утра в ожидании, да, вы кого-то ждете, на что-то надеетесь. Дальше показывает, что кто-то, ну, будут гости, был какой-то нерешенный вопрос для вас, возможно, вы надеялись, да, на его решение, и карты показывают, что он решится для вас, да, то есть ножницы вы решится, и у вас будет очень хорошее настроение. Но змея тут может показывать либо завистников, либо, возможно, это тот человек, с которым вы решали эти вопросы, да, то есть может быть просто характеристика человека, да, то есть там родился в год змеи, может быть там похож на змею, может еще год дракона тоже вот может быть. Может также быть, допустим, просто острый на язык. Да, то есть тоже вот характеристика. Поэтому тут просто описывает человека, с которым, скорее всего, что вы эти вопросы решали. Так что вот такой классный день будет в среду, скорпиончики. А, кстати, гости, день рождения аж может быть. 15 ноября у кого-то, кто смотрит. Я вас поздравляю. Благодарю за внимание и перехожу дальше к стрельцам. Смотрим стрельцы. Пятнадцатое ноября. События дня для стрельцов. Среда. Дорога. Выпадает у вас нерешенный вопрос. Цепь. Цыпленок. Семейная жизнь. Семья, дети. Обман. Маска. Друзья. Решение вопроса. Ножницы. Интересно, у Скорпиона тоже так выпало. Смотрим. Встреча деловая, смотрите. Да, то есть деловая встреча, на встрече решится вопрос. И здесь нет. В общем, получается, в этот день у вас будет поездка, дорога. Вы будете общаться с семьей, с детьми, с друзьями в этот день. Был какой-то у вас нерешенный вопрос, который в среду решится, да, то есть решится на встрече. Но также, видите, еще выпадает маска, обман, поэтому будьте осторожны, в этот день кто-то вас может и обманывать. Так что вот будьте поосторожны, может быть, кто-то будет прикидываться, да, хорошим человеком и втягивать вас куда-то в какую-то неприятности. Так что будьте осторожны, маска, все-таки это предупреждение. Единственное для вас на среду. Благодарю за внимание и перехожу дальше я к козерогам. Смотрим козероги. 15 ноября. События дня для козерогов. Ожидание.
Хорошие новости. Ага, тут два варианта. Смотрите, тут либо шарики, либо дерево. Еще можно тоже соединить. Дерево приглашения. Нерешенный вопрос. Деловая встреча. Ожидание решения вопроса. Застолье. Возможно, встреча где-то, видите, в кафе, в ресторане, может быть, то есть там, где можно там пообедать, поужинать. Так, смотрим. Здесь не... Ага, есть еще конфликт по вертикали. Здесь нет. Диагоналями соединять нельзя. Значит, смотрите, получается, в этот день вам выпало ожидание, кого-то ждете, деловая встреча, застолье, хорошие новости, да, то есть это плюсы. Минусы — нерешенный вопрос, то есть какой-то вопрос у вас может не решиться. Да, то есть вот, может быть, на этой встрече ножницы, видите, не совпали. То есть тут еще как минимум, да, вот 2-3 хода до решения этого вопроса. Поэтому в среду он не решится. Но при этом будут какие-то хорошие новости. И еще минус — конфликт тоже может быть острый какой-то в этот день. Связан он с этим нерешенным вопросом, не связан, тут я не могу сказать. Может быть, вы там будете ругаться, да, пытаясь этот вопрос решить. Но карты показывают, что бы вы тут ни делали, да, то есть, ну, не получается. Если бы еще выпал там успех, да, то есть, или выпала победа, где у нас вторая часть, вот она, да, то есть, видите, не выпало, да, то есть, ни одно из 3 событий, показывающих на результат, не выпали. Поэтому, что бы вы тут ни делали, ну, скорее всего, результата именно в среду не будет. Так что вот так. Благодарю за внимание. И переходим дальше к водолеям. Смотрим, водолеи. 15 ноября. Гости. Первое событие. Встреча. Конверт. Получение новости, получение какой-то информации, документа, может быть. Ну, еще и месяц выпал. Так, смотрим теперь горизонталь, вертикаль. Я не вижу совпадений. Получается, 4 события я для вас нашла. Первое событие показывает, что может быть деловая рабочая встреча в этот день, в среду, гости, получение новости, документа, справки и события, которые повторяются вот с вами каждый месяц с какой-то периодичностью. Может быть, не месяцем, каждые 20 дней, каждые 10 дней, каждые там 3 месяца. То есть Луна показывает, цикл какой-то есть. Может быть, вот вы там получаете что-то, да, там раз в месяц, допустим, 15 числа, какую-то справку. Или сдаете, наоборот, какие-то документы. То есть вот может вот так проигрываться. Ну, смотрите, плохих событий нет, да. То есть 4 события, все со знаком плюс.
Благодарю за внимание, Водолей, и переходим к рыбкам. Так, рыбки. Смотрим, рыбки. 15 ноября, среда. События дня. Свидание, первое событие, роза, встреча. Колодец, разочарование, печаль, интимная связь, кровать, застолье, бокал. Корона. Общение с каким-то очень влиятельным человеком. Цветочек нет. Рыба еще, смотрите. Скользкое дело. Да, то есть какая-то хитрость. Неприятность. Ой, у вас прям тут 3 события, да, то есть показывают. Вообще, в целом, день, конечно, неплохой вот будет в среду. Только вот нескольким знаком выпали такие события с предупреждением. Вы как раз одни, да, то есть из их числа. Подсвечник нельзя. Нет, 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 нет и нет. Значит, смотрите, из хорошего. В личной жизни все может быть хорошо. Свидание, интимная связь. В этот день может быть застолье с кем-то. Общение с влиятельным человеком, может быть, с ним застолье, может быть, это какой-то романтический, да, вечер в этот день. Предупреждение, 3 карты. Карты показывают, что будет неприятность у вас в этот день. Даже показали, какая рыба. Да, то есть кто-то вас поймает на свою удочку. Да, то есть вы попадете в чьи-то сети хитро выставленные. И когда вы это поймете, да, то есть карта показывает, вы будете глубоко разочарованы. Поэтому, чтобы этого не было, вам надо быть очень осторожными в среду. Рыба – это всегда какие-то заманчивые предложения. Да, вот прям очень-очень выгодные. Поэтому, если вот прям очень выгодное что-то, 10 раз подумайте, да, вот, чтобы потом не вляпаться куда-то. Вот такая вот информация для вас, рыбки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.